Темой одного из самых уязвимых моментов жизни ребенка с ВИЧ — перехода во взрослое отделение центра СПИД. Вчера тоже много мы про это говорили, да, и где-то и на круглом столе со специалистами мы это обсуждали, где-то есть выстроенные системы, и это происходит плавно, где-то нет такой возможности. Вот о такой работе нам расскажет Рената Муртазина, психолог по работе со старшими подростками фонда и методист фонда «Дети плюс» Московской области. Спасибо, Аня. Снова здравствуйте. Да, тема выступления — подготовка подростков к переходу во взрослое отделение. Вчера много говорили про то, что это сложный этап, я повторяться не буду. И за 20 минут хочу поделиться практическими форматами, которым конкретно один, который можно адаптировать практически в любом регионе. Это квест по взрослому отделению Центра СПИД для подростков. Не требует огромного бюджета, большой командной работы, но дает важный результат — снижение тревоги подростков перед переходом в взрослое отделение. По ходу выступления будут материалы, можно будет потрогать. Я буду просить Дарью и Полину делиться с вами. Почему вообще этот переход требует отдельной подготовки? Я думаю, многим знакомой ситуации, многим врачам ребенок с рождения наблюдается в педиатрическом отделении. Вы видите, как он из маленького комочка вырастает в подростка, в цельную личность, знаете его историю, семью, особенности. И в педиатрической службе он уже как дома. Он знает всех врачей, понимает маршрут, знает, к кому обратиться, если что-то пошло не так. Потом наступает переход во взрослое отделение, меняются врачи, регистратура, форма обращения и степень самостоятельности. И во взрослой службе не всегда есть возможность, да, сопровождать молодого человека так же плотно, как и в детстве. И здесь появляется важный вопрос. Если подросток почти 18 лет учился быть пациентом педиатрического отделения, то как ему помочь научиться быть взрослым пациентом очень быстро и, может быть, заранее? Но сначала коротко расскажу, как мы в целом работаем со старшими подростками и готовим ко взрослой жизни. Мы смотрим на переход во взрослую службу не только как на смену врача или здания. Это часть более широкого процесса взросления, и подростку предстоит самому записываться, приходить на прием и задавать вопросы, и брать ответственность за свою жизнь в целом, не только в контексте заболевания. И наш один из основных направлений работы в проекте «Плюс психолог» — это регулярные подростковые группы. Мы говорим о коммуникации, личных границах, финансовой грамотности. Вот в этом году у нас завершилась группой по теме курс взрослой жизни. Говорили, как ориентироваться в Москве, что делать, если навигация не работает, как вести бюджет, как вообще сварить суп, постирать вещи. В общем, даже вот такие, казалось бы, простые вещи. И в рамках профориентации мы приглашаем взрослых людей, живущих с ВИЧ, которые рассказывают подросткам о своей профессии, о своем жизненном пути. И здесь мы вообще столкнулись с методическим вопросом, кто вообще может быть таким спикером для подростков. И оказалось, что недостаточно просто пригласить человека, живущего с ВИЧ. Важно, чтобы он транслировал спокойное и ответственное отношение к диагнозу, опыт жизни, где ВИЧ-инфекция не является центральным звеном всей идентичности. И мы увидели, что подростки, живущие с ВИЧ с рождения, не всегда ассоциируют себя с образом людей, живущих с ВИЧ, которые иногда транслируют взрослые спикеры. И есть несколько крайностей, которые по возможности стоит избегать. Первое — это диагноз как какая-то суперсила, что мы особенные, ВИЧ — это суперсила, мы как остальные простые смертные. Вторая — это позиция жертвы, нас никто не понимает, нас все обижают.
такое ощущение изоляции. И третье, когда жизнь крутится вокруг диагноза. Ну, про это уже сказала. И это не самая полезная модель взросления. И наша задача помочь встроить диагноз в жизнь как важную часть заботы о здоровье, но не сделать его центром всей жизни. Но при этом живой опыт общения со взрослыми молодыми людьми, конечно, важен, мы не отказываемся от него, и у нас есть ежегодная мартовская встреча, которая полностью посвящена теме ВИЧ-инфекции. Мы приглашаем туда представителей молодежного совета, взрослых людей, живущих с ВИЧ, и обсуждаем мифы, раскрытие диагноза и, опять же, опыт перехода во взрослое отделение, какие-то лайфхаки, к чему нужно быть готовыми. Но принципиально важно — это модерация ведущего, психолога. Заранее обсуждаем, какие темы спикеры будут затрагивать, акценты и разные чувствительные моменты, чтобы личный опыт одного человека не превращался в универсальный сценарий жизни с ВИЧ-инфекцией. Ну, в общем-то, этот опыт привел нас к мысли. Подросткам важны не только рассказы взрослых, и им важно самим попробовать. И мы, если мы просто рассказываем, мы не даем подросткам самим попробовать. И тогда мы задались вопросом, как дать подростку заранее пройти этот маршрут и почувствовать, что он справится, а не просто как рассказать ему об этом. И так появилась идея квеста по взрослому отделению. Здесь хочется отдельно поблагодарить Валентину Викторовну Морозову, Рафаэля Галиевича, специалистов и врачей Центра СПИД Московской области за поддержку, открытость, готовность участвовать в наших авантюрах и поддержку такого необычного формата. Почему именно квест, а не экскурсия? Подростки лучше запоминают то, что делают сами, не просто общаться со взрослыми, а сделать какое-то действие, а потом уже переходить к беседе и объяснению. Дальше чуть-чуть побольше расскажу про то, какие были задания. Но сначала подростки выполняли задания, потом было обсуждение, потом объяснение, и они получали штампики в паспорт взрослого пациента. Про него тоже расскажу. Сейчас вы видите карту маршрута. Я попрошу коллег раздать, чтобы вы тоже посмотрели. После вступительного слова главного врача, сразу, который задавал важный такой теплый тон, подростков встречают, им рады в них видеть взрослых пациентов. Они получали карту квеста, выбирали там главного в команде, называли команду, ребята назвали команду «Морские котики», по-моему. Был хранитель карты. И здесь сразу скажу, что ничего сложного в том, чтобы ее создать, нет. Если нужна будет помощь, обращайтесь, сделаем конкретно для вашего центра. И далее уже переходили к станциям. Но начиналось все с регистратуры, да, с того места, в которое приходит пациент. Там нужно было собрать алгоритм визита, какие документы взять, куда подойти и так далее. Дальше мы идем к инфекционисту, заполняли пропуски в тексте, сейчас покажу на следующем слайде. Были у эпидемиолога, разбирали реальные пути передачи ВИЧ, через, выбирали карточки. На лучевой диагностике, вот вы видите фото, собирали реальный снимок легких, как пазл. У дерматолога очень мы старались подобрать цветные, яркие картинки различных заболеваний, которые могут быть кожных, если не принимать терапию. Были еще у офтальмолога и лаборатория. Очень понравилось ребятам в лаборатории. Есть ли у нас время? Я думаю, есть. Давайте быстренько. Вот прям станция инфекционист. Ребята заполняли пропуски в тексте. Можете выкрикивать. Я, к сожалению, анимацию не сделала, но я думаю, что моего голоса будет достаточно. Давайте. На приеме у врача важно задавать вопросы. Тебе важно знать результаты своих. Да, лучше заранее себе все, что ты хочешь сказать и спросить. Записать, да.
Вирусная нагрузка — это количество копий в 1 миллилитре крови. Вируса, да. В идеале должна быть нулевая или неопределяемая вирусная нагрузка. Норма CD4 здорового человека 500 и выше. И вот это слово никто не угадал. Это когда вирус перестает быть резистентность. Да, отлично. Вы отлично справились. Все получаете штампик в паспорт взрослого пациента. Попрошу раздать. Паспорт взрослого пациента — это важная часть квеста. Подросток получал такой паспорт, каждый. Писали свое имя. И на каждой станции собирали штампики или там галочки за участие в выполнении заданий. И что важно, за дополнительные вопросы можно было получить дополнительный штампик. Да, и это делает подростка не просто пассивным участником, но активным. И в конце, зачем это вообще нужно? Было 1, 2, 3 место, получали призы, но вообще мини-призы получали все участники. И, в общем-то, как это происходило? Прибывали на станцию, выполняли задания, обсуждали вопросы, получали штампики. Вот вы можете видеть разворот паспорта. Это первая страничка. И вот здесь как раз все станции, и тоже коротко обозначено вообще, чего к чему, какой врач, с какими вопросами можно обратиться, к какому врачу. Специально сделали в таком поддерживающем дизайне, чтобы была эмоциональная тоже связка, что взрослое отделение, как тепло, по-домашнему, в общем. Дальше мы хотели, чтобы ребята еще помимо подарков унесли что-то еще с собой. Это памятка взрослого пациента, можно тоже раздать. Для нас было важно, да, чтобы как-то все закрепилось. В памятке есть 3 блока. Что делать до приема? Вот тут вот руки тянут, если можно, на первые ряды. Даш. Что делать до приема? Что взять с собой? Что вспомнить заранее? Какие вопросы подготовить на приеме? Как начать разговор? Что важно сказать врачу? И после приема? Что записать? Как сохранить рекомендации? Кому обратиться? Да, как такой конкретный инструмент, который можно использовать. Вот вы видите, так, вот это первый разворот. Перед приемом тоже тут такой чек-лист. Во время приема, на приеме и после. И конкретные фразы, да, нашим ребятам тоже может быть очень полезно. Потому что приходят, тревога, все, даже хотели, если что-то сказать, спросить, все из головы убегает. На самом деле, когда мы придумали идею, она казалась очень масштабной, нужно сделать квест по взрослому отделению, несколько специалистов, задания, там, с семьями договориться. Как будто бы нужна огромная подготовка, но по факту все оказалось намного проще. Мы встретились с врачами, вот, с несколькими в один день, обсудили, что важно сказать подросткам, придумали короткие игровые задания, согласовали маршрут, раздаточные материалы. И, в общем, формат не требует огромных ресурсов, это вот просто договоренность, доверие, понимание, зачем мы это делаем. И что важно, что это полезно не только подросткам, но да, это может облегчить работу самим специалистам. Подростки уже знают маршрут, врачей, регистратуру, кабинеты заранее. Не нужно с самой базы все объяснять. И мы получаем молодых пациентов, которые лучше ориентируют, меньше боятся, больше понимают и, надеемся, имеют большую приверженность.
Что важно учесть, можно заранее договориться с регистратурой и врачами. Нам помогло, что пациентов специально записали на этот день, чтобы совместить квест с приемом. То есть часть ребят и так были в этот день записаны, часть ребят на этот день перенесли. Внимательно подходить к выбору даты, потому что мы попали в период контрольных, зачетов, экзаменов, и многие, кто хотели принять участие, не смогли из-за этого. И вообще очень большой отклик был и в родительском сообществе. Очень просят повторить это мероприятие, поэтому будем думать, какой лучше этап выбрать. Третье — это учитывать гендерный состав группы. Так получилось, что у нас было 7 юношей, 1 девушка, ей было очень некомфортно, и нам пришлось пропустить станцию гинеколога. И в будущем думаем, может быть, даже разделять по половому признаку. И четвертое — подробно обсудить каждую станцию со специалистами, что врач говорит, какое задание дает, сколько времени это занимает, чтобы не расплываться мыслью по древу. Очень много материала, ребята устали под конец. Ну и пятое — завершить неформальным общением. Вот на фото вы видите наша любимая пицца. Закончили квест за чаепитием, подарками. Это помогло выдохнуть после насыщенного маршрута и в такой же неформальной обстановке задать еще какие-то дополнительные вопросы. В общем-то, первый опыт удался. Мы получили положительную обратную связь и от подростков, и от родителей. Формат работает. И главный результат, что взрослое отделение стало менее неизвестным, менее тревожным, более понятным. И да, тут вот про то, про что Анна говорила, Рафикова, что очень важно взаимодействие между всеми участниками системы помощи. Да, это и педиатрическое, между педиатрическим и взрослым отделением, между медицинской организацией, НКО, между врачами, психологами, кураторами, ну и все вместе с семьей. И тут можно просто сесть все вместе, прикинуть будущий маршрут подростка глазами, спросить себя, где он может растеряться, что ему нужно объяснить заранее, где мы можем его подхватить. Если вы попробуете такой формат у себя, мы будем рады поделиться всеми материалами, и паспортом, и памяткой, помочь с созданием карты маршрута. Будем рады, если эта практика станет какой-то частью общей методической копилки. Ну вот, да. И если завтра хотя бы один подросток в каком-нибудь регионе впервые войдет во взрослое отделение уже без страха, потому что до этого уже однажды прошел этот маршрут, значит, все было не зря. Все, спасибо. Есть ли вопросы? Хочет кто-нибудь спросить что-нибудь? Подробнее узнать. Мне интересно, Ренат, как у вас устроено вот из педиатрического переход во взрослое отделение? Он резкий, 18 лет они обязаны перейти или там плавная история? В центре СПИД Московской области, насколько я знаю, до 21 года сейчас, а в московском регионе 18, по-моему, да? Да. То есть это прям сильно нужен такой квест, как раз вот, наверное, в тех, где это прям переход резкий и обязательный. Хотя вот у нас, например, нет такого резкого перехода, но при этом нашим ребятам точно было бы полезно все равно это пробовать, потому что у нас, да, есть и ребята, которые 23 года. Вот сейчас есть у нас одна девочка, которая ждет, пока я с командировки приеду, чтобы на флюорографию сходить. Вот, поэтому, да, это такой сложный момент, и классно, что этот квест есть. Мы прям тоже хотим себе взять. Да, пожалуйста, мы поделимся с большой радостью. И если будете проводить, то тоже делитесь, как у вас прошло, обратной связью. Все. Спасибо.